Все проблемные вопросы, поступившие на программу «Диалог с народом», легли в зеленые папки. Об этом главе региона доложили премьер-министр и начальник общественной приемной главы. По ее словам, практически на все вопросы заявителям даны разъяснения, в числе которых и письменные ответы. На некоторые из них сняты репортажи и показаны по местным телеканалам. Вручать зеленые папки Юнусбек Евкуров планирует не только главам городов, районов республики, главам муниципальных образований, но и различным министрам. А зеленые папки – это аналог зеленых папок президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, которые также будут вручаться всем органам исполнительной власти, главам муниципальных образований, в компетенцию в которых входит решение тех вопросов, которые там будут написаны. Вопросы, которые содержатся в зеленых папках, это вопросы, которые были заданы главе Республики Ингушетия в рамках телепередачи «Диалог с народом». То есть в течение 2 недель до эфира и во время эфира, то есть который колл-центр собирал. Практически по всем вопросам, которые мы собрали, их около 500, были даны разъяснения, ответы, кроме повторных вопросов или вопросов заявителей, которых захотели остаться анонимными или не дали своего адреса. На все остальные вопросы мы уже ответили в письменном виде. И, в принципе, работа идет, работа сделана оперативно, быстро. По многим из этих вопросов были сняты видеосюжеты, которые были показаны по телевидению в новостных лентах. Глава подчеркнул, что работа по исполнению поручений, данных в рамках программы «Диалог с народом», не ограничивается ответами и решением обозначенных проблем. Важно анализировать всю работу и делать выводы, в том числе и кадровые. Если из эфира в эфир люди обращаются с одними и теми же проблемами, надо выяснить причины и определить круг ответственных лиц. Здесь уже сколько времени прошло, Руслан, вы как отвечаешь за это направление, как председатель комиссии по устранению или решению всех этих вопросов, уже должна быть какая-то определенная конкретика. Что мы сделали за это время? Мы же много работы делаем, есть передачи по телевидению, есть еще что-то. Вы на своем уровне проведите совещание и уже какие-то итоги. Как у нас это все произошло? Что сделано? Какие вопросы? Что за вопросы? И здесь обязательно у нас есть деление, по каким министерствам, ведомствам больше обращаются. Есть те министерства рабочие, которые в ежедневном ритме работают. Это Минтруд, это Минобразование, Минздрав, это Минэкономика, части, касающиеся поддержки малого и среднего предпринимательства. Это Минсельхоз, часть касается поддержки КФХ или укрепления ГУПов, еще какие-то вопросы. Это пенсионный фонд, это разные направления, десяток. Поэтому надо делать анализ, почему эти обращения происходят именно в главе республики. Почему тогда они не работают, свою работу должным образом делать. Почему? Потому что многие вопросы они такие, такого не совсем серьезного характера. Это уровень даже не министра, а уровень руководителей на местах, в муниципальных образованиях, в районных руководствах. И, конечно, оценка деятельности глав муниципальных образований, когда их вопросы выносят на уровень главы республики. Тоже надо разбираться, почему такое происходит, в чем причина. И наша задача не только сделать, пойти навстречу населению, исправить какие-то проблемные вопросы. Наша с вами задача в другом стоит. Именно сделать анализ и разобраться, а почему, уважаемый руководитель, гражданин ждет обращения к главе республики, председателю правительства или куда-то. То есть почему вы не решаете эти вопросы на местах? В чем причина? Вот о чем должен быть. И здесь по итогам этого мероприятия всего должно быть даже определенное кадровое решение, должна быть какая-то дисциплинарная практика. Кого-то порешить, кого-то наказать. Срок до 30 числа отслеживать каждый раз. Я вижу, что работа идет, но тем не менее до 30 числа собрать на одном из расширенных заседаний именно этот вопрос вынести. Чтобы там присутствовали все министры, руководители заседания правительства, проработать этот вопрос.